В эфире новости, в студии Иван Лазаренко, и смотрите в этом выпуске. Муниципалитетам дано поручение проводить активную работу по привлечению мужского населения из жителей Нослегов для тушения пожаров. 5 арктических районов Якутии очистят от металлолома. Какие это районы и когда уже начнут вывозить металл? Мастер-класс для волонтеров-спасателей по спасению на водах прошел в столичном плавательном бассейне Чолбон. По сведениям Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии, на территории Лесного фонда республики проводятся работы по тушению 69 лесных пожаров общей площадью, пройденной огнем, 36,5 тысяч гектаров, расположенных на территории 17 районов. На тушение лесных пожаров задействовано почти 2000 человек и 192 единицы техники. С начала суток ликвидировано 11 пожаров площадью 1162 гектара. Всего с начала пожароопасного сезона на территории Лесного фонда зарегистрировано 342 лесных пожара общей площадью 148 тысяч гектаров. На территории 18 районов введен особый противопожарный режим, а с 23 июня указом главы региона введен режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики. Тем временем, для более оперативного реагирования на возникающие лесные пожары и для интенсивности увеличения тушения перед главами муниципальных образований поставлена задача по мобилизации местного населения. Муниципалитеты, в которых наблюдается большое количество пожаров, не дожидаясь переброски мобилизованных групп из числа сотрудников авиалесоохраны и МЧС, должны проводить активную работу по привлечению мужского населения из жителей Нослегов. Такая задача поставлена сегодня, 24 июня, на очередном заседании Республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством первого вице-премьера правительства Якутии Дмитрия Садовникова. По информации Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, на 8 утра сегодняшнего дня на территории региона проводятся работы по тушению 68 пожаров общей площадью 36,5 тысяч гектаров. Из них локализовано 10. Отмечу, что с 23 июня указом главы на всей территории лесного фонда введен режим чрезвычайной ситуации. Тем временем жаркая и сухая погода сохранится на большей части Якутии до конца июня. В 4 районах и в окрестностях Якутска установлен наивысший класс пожароопасности. Об этом сообщили в региональном управлении гидрометеослужбы. По данным авиалесоохраны, Якутия лидирует в стране по площади и числу пожаров. Жаркая и сухая погода установилась практически на всей территории региона. 5-й класс пожароопасности действует в Мирнинском, Сунтарском, Хангаласском улусах, на юге Тампонского района, а также в городе Якутске и его окрестностях. Такая аномально жаркая погода будет держаться на всей территории республики до конца июня. В рамках акции «Вода. Безопасная территория» прошло совместное мероприятие Службы спасения Якутии, Всероссийского общества спасения на водах и Добровольного общества «Спасатель» в плавательном бассейне Чолбон. Главный водолазный специалист, спасатель 2-го класса Службы спасения Якутии Анатолий Горский провел мастер-класс для волонтеров-спасателей по спасению на водах. На воде были отработаны практические навыки, как правильно подхватить и транспортировать утопающего к берегу, грамотно пользоваться спасательными средствами, не навредив пострадавшему. По словам Анатолия Горского, на прошлой неделе в учебном центре «Спасатель» волонтеры-спасатели прошли обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. Знания и практические навыки, полученные в ходе наших занятий, возможно, в дальнейшем помогут спасти чью-то жизнь, отметил главный водолазный специалист Службы спасения республики. Как сделать северный завоз более эффективным, снизить стоимость товаров и модернизировать транспорт для перевозок? Эти вопросы стали ключевыми во время круглого стола на площадке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики в Москве. Эксперты обсудили современные практики, которые уже применяются при северном завозе, а также наметили пути дальнейшего развития, связанного со снабжением северных территорий. Какой якутский опыт заинтересовал специалистов, узнаем из материала Максима Кардозу. В нашей стране северный завоз обеспечивает жителей 25 регионов, где живет 3 миллиона человек. При доставке грузов в труднодоступные места используется около 300 судов, и каждый субъект федерации самостоятельно выполняет эти задачи. Эксперты считают, что все эти данные нужно объединить в единую систему. Программу назвали «Цифровой двойник северного завоза». Она позволит оценивать ресурсные и логистические ограничения. Например, при необходимости перекидывать в проблемные регионы дополнительные суда. Оперативно решать другие задачи в режиме реального времени.
Действительно, мы поставили первую, самую важную задачу – это прозрачность всех процессов, связанных с северным завозом. Для граждан, да, чтобы существовала единая статистическая система, да, информационная и возможности для мониторинга на федеральном, на региональном, на местном уровне. Нельзя управлять тем, что ты не измеряешь, и когда у тебя нет никакой информации. Да? Когда информация есть, дальше мы будем действительно смотреть, каким образом снизить стоимость, да, завоза за счет оптимизации логистических цепочек. Эксперты отмечают, что для оптимизации северного завоза необходимы новые законы, которые будут регулировать эту сферу. Сегодня не хватает закрепленных норм, а удешевить завоз смогут новые виды транспорта, например, беспилотники. Также необходимо внедрять проекты по самообеспечению, например, использовать возобновляемые источники энергии и строить на севере теплицы. Подобные примеры уже есть. Комплексное решение задачи, оно более эффективно, более системно и, наверное, должно привести к удешевлению поставки продукции и цены для конечного потребителя. Это у нас главная задача. Якутия активно участвует в совершенствовании проведения северного завоза. В нашей республике уже работают уникальные программы. Например, создаются торгово-логистические центры в Арктике, где можно хранить продукты. Еще якутские эксперты предлагают субсидировать доставку лекарств и других медицинских изделий, а также создать федеральный фонд финансирования поддержки северного завоза. Эти и другие идеи лягут в основу документа, который направят в правительство и в парламент страны. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. Тем временем 5 арктических районов Якутии очистят от металлолома. Минувшим днем в Министерстве по развитию Арктики и делам народов Севера региона состоялось совещание в формате ВКС по данному вопросу под председательством постоянного представителя Якутии при президенте России Андрея Федотова. Какие это районы и когда уже начнут вывозить металл, в материале Дмитрия Тымырова. Устьянский, Булунский, Нижнеколымский, Анабарский, Аллахевский районы. Именно территории этих муниципальных образований в самое ближайшее время будут очищены от металлолома. Вообще объемов металлолома 4,5 миллиона тонн. По районам самое большое количество металлолома находится в Устьянском районе 1 700 000, 1 300 000 в Булунском районе, 800 в Нижнеколымском и в других в Анабарском и Лаевском районе по 300 000 тонн. Как отметил постоянный представитель республики при президенте Андрей Федотов, например, в Устьянском районе эти работы уже начались. Вот группа компании «Ресурс» сегодня уже начала, сегодня они докладывали первые результаты работы в Устьянском районе. В этом году уже в августе-сентябре они должны первые суда, ну, я думаю, в порядка 2-3 тысяч тонн металлолома вывести. Но вот представьте объем. 2-3 тысячи тонн за все лето компания «Ресурс» соберет там где-то в районе Нижнеянска. А их 5 миллионов. Этот проект реализуется в рамках указа главы региона Айсена Николаева об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия, который он подписал, вступив официально на должность руководителя республики. Это стратегический указ, первый указ, который Айсен Сергеевич подписал после вступления официально в должность, после инаугурации в 2018 году. И вот по прошествии 2,5 лет значит, мы начинаем исполнение одной из частей этого указа. Это значит, касающееся уборки металлолома в арктических территориях. По итогам совещания состоялось подписание паспорта проекта, где указан примерный план контрольных работ и кто будет в этом задействован. Наш проект не разовый, это будет... Сейчас у нас проект до 2025 года, и мы продолжим эту работу, продолжим эту работу, чтобы у нас Арктика была чистой и очищенной от мусора. Предварительную работу Министерство экологии нашей республики провело. Мы должны будем сверить все эти данные, посмотреть внимательно все непосредственно на месте, на земле. И к концу года внести руководству республики свои предложения, как выстроить эту работу в плановом режиме, какими этапами, с привлечением каких организационных, человеческих, финансовых, материальных ресурсов, с тем, чтобы
через несколько лет уже на самом деле обеспечить выполнение этой работы. Завершая совещание, Андрей Федотов сообщил всем ответственным лицам рассмотреть данный вопрос у себя в ведомствах более детально и поручил в самое ближайшее время отчитаться о проделанной работе, чтобы внести корректировки в проект. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Наш выпуск продолжает брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за последние сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о эпидобстановке на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике остается напряженной. За последние сутки зарегистрировано 93 новых случая коронавирусной инфекции. В городе Якутске их зафиксировано 54. По 6 случаев зарегистрировано в Вилюйском, Нижнинском. По 4 случая в Мегино-Кангалатском, Нерюнгринском, Алданском. По 3 случая в Усть-Алданском и Венобы-Тантайском. По 2 случая зарегистрировано в Амгинском, Сунтарском, Хангаласском и Чурапчинском. И 1 случай зарегистрирован в Намском Улусе. За сутки лабораториями Министерства здравоохранения Республики и Роспотребнадзора проведено 2764 исследования. Это достаточно высокий уровень исследований на новую коронавирусную инфекцию. Обращаю внимание, что исследования проводятся относительно всех тех, кто оказался контактным в зоне риска заражения коронавирусной инфекцией. Всего за весь период пандемии у нас обработано 1 172 711 тестов на новую коронавирусную инфекцию. На 24 июня 2021 года в республику поступило 214 117 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции. И количество получивших первую вакцину в республике приближается к 200 тысячам и составляет 195 268 человек. По определенного рода гарантии, вакцинальные гарантии для жителей республики, получивших и вторую дозу вакцины, можно говорить относительно 161 469 человек. Использовано на настоящий момент почти 91% от общего числа вакцины, поступившей в республику. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, у нас сегодня в течение дня будет объявлено о продлении срока режима повышенной готовности на территории республики. Будет определена дата в связи с тем, что текущая санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет нам принимать иного решения, кроме как продления. Необходимо обратить внимание, что ближайшие Саха-Ланхо, которые проводятся в Алекминском районе, проводятся строгим соблюдением санитарных правил, утвержденных Организационным комитетом и, соответственно, Роспотребнадзором по республике Саха-Якутия. Невакцинированные граждане или граждане, не имеющие трехдневный ПЦР, на отсутствие новой коронавирусной инфекции к участию, к организации мероприятия не допускаются. В связи с чем обращаем ваше внимание на необходимость вакцинирования, которое сегодня является единственным способом защиты. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, оперативный штаб обращается к вам с просьбой о необходимости вакцинации как способа защиты. Что касается органов государственной власти Республики Саха-Якутия, сегодня проходит анализ вакцинированных по всем министерствам и ведомствам. Часть министров уже получили, соответственно, дисциплинарное взыскание в виде лишения премии по итогам второго квартала. Части министров получат соответствующие замечания. Соответствующие сроки и темпы вакцинации, определяются у нас непосредственно постановлением главного санитарного врача республики. Все. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы движемся далее. Молодые ученые Северо-Восточного федерального университета разрабатывают биокомпозитные медицинские изделия, искусственную кожу. В качестве основы ученые используют материал полилактит, термопластичный полимер молочной кислоты. Полученные из него материалы выдерживают температуру от 170 до 220 градусов. Чтобы полностью разложиться в живом организме, полилактиду требуется от 6 до 18 месяцев в среднем. Как отмечают сами исследователи, материал не вызывает никаких аллергических реакций, а также не требует повторного нанесения подложки.
босоножки. Благодаря этому ткани заживают без рубцов и шрамов. В настоящее время ученые лаборатории разрабатывают матрицы для дермальных эквивалентов. Буквально на днях у нас начались исследования на лабораторных крысах наших дермальных эквивалентов. То есть у нас будут различные группы крыс. Мы будем исследовать биосовместимость, биоразложение полилактида и также его свойства, то есть прям в поле, как он хорошо работает, да, как конечный продукт. У нас будут подложки, то есть полилактидные подложки с фибробластами крысиными, мы их будем накладывать на ранки, и также будут подложки из чистого полилактида. В Якутии подвели итоги конкурса на предоставление субсидий на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. Общая сумма составила 30 миллионов рублей. Конкурсная комиссия рассмотрела 16 проектов по 8 направлениям. Проекты представлены известными режиссерами Дмитрием Давыдовым, Степаном Бурнашовым, Михаилом Лукачевским, Эдуардом Новиковым, Алексеем Романовым, также молодыми кинематографистами Никандром Федоровым, Николаем Туди, Дианой Худаевой, Дмитрием Кольцовым и другими. Режиссеры презентовали проекты картин разных жанров, от фантастики до классических мелодрам, а также будущие мультфильмы на основе якутских сказок. Всего на конкурсный отбор поступила 21 заявка. На этапе рассмотрения документов было отклонено 5, как не соответствующих порядку предоставления субсидий. Отмечу, в настоящее время разрабатывается стратегия развития индустрии до 2035 года с краткосрочным планом до 2025 года. В Тампонском районе в этом году 6 образовательных организаций присоединились к реализации программы «Дворовый вожатый» Союза детских общественных организаций республики. С начала лета помощниками вожатых трудоустроены 15 школьников. Об этом в материале далее. Восьмиклассница Милена Фокина и Настя Вишневская – помощники вожатых детского оздоровительного лагеря «Планета детства» Хандыкской средней школы. Напарник девочек во второй группе – одноклассник Рома Курилов. Ребята проводят для детей утренние зарядки, творческие мероприятия и спортивные соревнования. По словам школьников, поработать помощниками вожатых их побудила любовь к детям, возможность заработка, а главное – общение. Я впервые устроилась на официальную работу, потому что раньше я как-то подрабатывала, но все же так официально с детьми работать, и оно мне в плюс в будущем. Быть вожатой значит, чтобы приглядывать за детьми, придумывать им игры, чтобы они не скучали, водить их по мероприятиям, на экскурсии. Мне нравится работать вожатой, так как много детей, разнообразие, посмотреть себя в этой сфере. Со мной пошла тоже работать одноклассница, и нам попривычнее, получше, так как мы друг друга поддерживаем, как-то друг другу помогаем. В лагере «Планета детства» Хандыкской средней школы на 2 группы 2 воспитателя, а посещают 50 детей. Поэтому школьники-вожатые – главные помощники. Да и старшеклассникам намного легче найти общий язык с детьми, многие из которых почти ровесники. Мне нравится, что вожатые школьницы, потому что они добрые, все время с нами гуляют, играют и смотрят за нами. В июле и августе работа программы «Дворовые вожатые» продолжится в селах Крест-Хальжай, Мегина-Алдан и поселке Хандыга. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район. На этом пока все. О развитии событий узнаем в наших следующих выпусках.